Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопросам энергетики и борьбы с незаконной добычей криптовалют посвящалось совещание, которое провел президент Аслан Бжания. 105 лет назад родился народный поэт Абхазии, кавалер ордена Ахзапша первой степени Баграт Шинкупа. В Сухуми прошла церемония возложения цветов и международная научная конференция. Повысилась ли цена за проезд в городских маршрутных такси? В Республике Крым торжественно открыли памятный знак воинам Абхазии, погибшим при освобождении Керченского полуострова и Крыма в годы Великой Отечественной войны. Вопросам энергетики и борьбы с незаконной добычей криптовалют посвящалось совещание, которое провел президент Аслан Бжания. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, генпрокурор Адгур Агарба, руководитель администрации президента Алхаз Квицини, секретарь Совбеза Сергей Шамба, руководители силовых ведомств, глава администрации Ткорчалского района Исидор Дочи, гендиректор Черноморэнерго Тенгиз Герджинба. Смотрите материал пресс-службы президента. Открывая совещание, президент Аслан Бжания подчеркнул, что тенденция перерасхода электроэнергии в республике сохраняется. Одной из причин тому недостаточная работа в борьбе с майнингом криптовалют со стороны администрации районов, городов и иных задействованных ведомств. В числе последних фактов выявления преступлений в сфере добычи криптовалют стала ферма в селе Бедия Ткорчалского района. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при участии СОБР было изъято 320 аппаратов. Сама ферма обесточена, оборудование демонтировано. Президент Аслан Бжания поручил премьер-министру Александру Анкваб и руководителю администрации президента Алхасу Квицини определить меру ответственности руководителей заинтересованных ведомств и принять соответствующие решения дисциплинарного характера. Александр Владимирович, я просил бы вас принять меры по определению мер ответственности руководителей за этот инцидент и за подобные инциденты, которые были. Сами у себя проведете совещание, еще раз детально в этом разберетесь. Я человек не кровожадный, но при этом, если есть люди, которые виноваты в том, что так получилось, они должны быть привлечены к ответственности. Вице-президент Бадра Гунба провел заседание рабочей группы по выработке предложений, направленных на упрощение пересечения абхазо-российской государственной границы, сообщает пресс-служба президента. На заседании с участием премьер-министра Александра Анкваб, спикера парламента Лаши Ашуба, главы СКБ, МВД, МИД, Минюста и ГТК были рассмотрены организационные вопросы. Руководителям профильных ведомств поручено разработать свои предложения по упрощению пересечения госграницы по реке Псоу в курортный сезон для их дальнейшей проработки в межведомственном формате. Жители Луганской Народной Республики 12 мая отмечают главный государственный праздник – День Республики. Впервые в статусе признанной Россией страны. Президент Аслан Бжания поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника. Этот день навсегда войдет в новейшую историю республики как день торжества справедливости. Единый и стойкий народ встал на защиту мира и свободы своей отчизны, проявив храбрость и непобедимость, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжания пожелал Пасечнику, всему народу ЛНР мира и процветания и выразил надежду на интенсификацию сотрудничества между Республикой Абхазия и Луганской Народной Республикой. По случаю празднования Дня Республики ЛНР спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба отправил поздравительную телеграмму председателю Народного совета Луганской Народной Республики Денису Мирошниченко, а МИД Абхазии направила поздравительную ноту МИДу ЛНР. 105 лет назад родился народный поэт Абхазии, кавалер ордена Ахзапша первой степени Баграт Шинкупа. В Сухуми к могиле поэта в парке, носящем его имя, возложили цветы президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты парламента, члены правительства, члены Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, представители общественности, школьники. Затем в Абхазском институте гуманитарных исследований прошла международная конференция «Шинкубовские чтения». Баграт Васильевич Шинкуба родился 12 мая 1917 года в селе Члоу Ачимчирского района. Впервые в печати Баграт Шинкуба
выступил в 1935 году, а в 1938 выходит его первый сборник стихов под названием «Первые песни». Многие лирические произведения Шинкуба, положенные на музыку, стали популярными народными песнями. С именем поэта связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах. «Мои земляки. Песня о скале». На основе последнего был снят художественный фильм «Белый башлык». Уже в зрелые годы Баграт Шинкуба обратился к жанру прозы. Его роман «Последний из ушедших» стал выдающимся событием в абхазской литературе и был переведен на 45 языков с русского авторизированного перевода. Баграт Васильевич Шинкуба был трижды награжден орденом Трудового Красного Знамени. Он также награжден орденом Ленина. Баграт Васильевич Шинкуба своим многогранным творчеством, мудростью, глубиной и масштабами поэтической мысли, ярким художественным воплощением национального духа символизирует высокий профессиональный уровень развития нашей отечественной словесности. В 20-30-е годы прошлого столетия процесс ускоренного развития и роста выдвинул перед сильной плеядой молодых абхазских писателей, носителей национальной идеи, весьма ответственную и сложную творческую задачу создания нового литературного языка, формирования полноценной, усовершенствованной художественной системы, которая соответствовала бы эстетическим запросам национальной духовной культуры, вставшей на путь возрождения. На фоне бесценного художественного опыта, у истоков которого стояли патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулья, его соратники Юа Когони, Самсон Чанба, Михаил Лакирбай, Зац Дарсали и другие крупные мастера слова, значительным и уникальным явлением стало самобытного поэтического творчества Баграта Шинкуба. Продолжаем выпуск. В рамках ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2022 год Минсельхоз Республики закупил и передал машинотехнологическим станциям районов детали для сельскохозяйственной техники. Минсельхоз передал машинотехнологическим станциям районов запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин. Запчасти необходимы для проведения механизированных пахотных работ, которые начались с недавнего времени. Детали были доставлены из Краснодарского края на сумму 5 миллионов рублей. Это прицепные орудия, там, плуги, отвалы, лемеха. Мы часто проводим опрыскивание. Это напорные шланги. Вот это все получили, вот и сегодня им мы раздаем. Ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства на 2022 год охватила все 7 районов республики. По словам представителей МТС, такая помощь необходима и своевременна. Почвообрабатывающие механизмы, они всегда большую нагрузку испытывают и поэтому быстро изнашиваются. Мы уже, наверное, сколько не получали, я не знаю, долго не получали, года 4, наверное, не получали. Вот все это было на износе. Благодаря сегодняшнему вот нашим, как говорится, руководству мы получили такую возможность, чтобы обеспечить все население необходимыми вот этими запчастями и вот оборудованием. Программа развития сельского хозяйства на 2022 год была утверждена Кабинетом министров в прошлом году. Ее цель – повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение объемов ее производства. Программа предусматривает развитие растениеводства, животноводства и рыбной отрасли, защиту сельхозкультур от вредителей, развитие производственно-технической базы, приобретение деталей для нужд МТС. Эсма Голландзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухумском офисе ВАК прошла открытая лекция кандидата исторических наук, члена Высшего совета Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Джамбула Инжгия «Абхазский язык – древнейший источник в изучении истории народа». В рамках лекции слушатели имели возможность ознакомиться с результатами исследований о происхождении абхазских слов, первоначальных их значений и форм, а также о том, как в словах отображается культура, традиции и быт народа. В офисе ВАК в Сухуми планируется провести еще 2 открытые лекции Джамбула Инжги по темам алабаща в традиционной культуре абхазов и к вопросу метрологии абхазов. Лекции могут посетить все желающие.
Очень важно, что лекция вызвала такой большой интерес. У нас было очень много гостей сегодня. Мы рады тому, что цикл лекций начатый в прошлом году, весной прошлого года. Марина Мкановна Барциц откликнулась и поддержала наш проект. Вот в этом году мы видим продолжение, и мы уверены, что цикл лекций Джамбула, он будет состоять из 3 этапов, вызовет такой же интерес, и мы встретимся с нашей аудиторией на будущий год. Средняя школа села Гумиста имени Арутюна Чакряна отмечает юбилей. Учебному заведению исполнилось 110 лет. Поздравить коллектив и учащихся школы приехали выпускники и педагоги-ветераны. На мероприятии присутствовали спикер парламента Лаша Ашуба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, депутаты Народного собрания, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бацеев, полномочный представитель Приднестровской Молдавской республики Гарри Купалбаи. Другие высокопоставленные гости. Репортаж Адицы Сагария. Начались торжественные мероприятия, посвященные 110-летию армянской школы имени Арутюна Чакряна, с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, чье имя носит школа с 1967 года. Гостей, педагогов и учащихся поприветствовал заместитель главы администрации Сухумского района Фарад Микаэлян. Это замечательный день. Желаем школе дальнейшего процветания, а всем преподавателям крепкого здоровья, чтобы было больше сил работать на благо нашей Родины и подрастающего поколения, воспитывая и обучая его. Желаю, чтобы наши ученики реализовались во всех областях и гордились своим учебным заведением. Педагогический коллектив учащихся, выпускников и ветеранов педагогов Гумистинской средней школы с юбилейной датой поздравил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Я хочу поблагодарить за бесценный труд коллектива, школы, руководству, Наида Атнашесовна, вам лично, за то, что вы, несмотря на все сложности, продолжаете свой труд. Благодарю вас за то, что вы чтите память своих героев. Героев Советского Союза, героев нашей Отечественной войны. За то, что вы воспитываете патриотизм в детях, воспитываете любовь к родному языку, государственному языку, абхазскому и к истории своей родины. Учащиеся школы подготовили для гостей концертную программу. Они выступили с песнями и танцами, читали стихи. В настоящее время в этой школе учатся 90 учеников. Нужно отметить, что несколько лет назад решением администрации Сухумского района здесь были введены нулевые классы. В Сухумском районе, я должен сказать, нет ни одного детского сада, ни одного дошкольного учреждения. И поэтому с тем, чтобы детки наши как-то готовились к школе, при школах сельских открыты так называемые нулевые подготовительные классы, в которых, собственно говоря, поступают дети, год учатся, подготавливаются к школе и потом поступают в первый класс. В школе проведен частичный ремонт классов и спортзала. В ближайшее время при поддержке руководства страны и администрации района запланирована и реставрация фасада здания. Благодаря меценатам, благодаря поддержке руководства страны и администрации Сухумского района у нас запланированы определенные мероприятия. Должен сказать, что в 2012 году, благодаря поддержке президента Анкваба на тот момент, был полностью капитально отремонтирован спортзал Гумистинской школы. До этого детки, к сожалению, были вынуждены заниматься спортом и физической культурой на улице под открытым небом. И только при хорошей погоде. За 100 лет средняя школа имени Арутюна Чакряна в селе Гумиста Сухумского района выпустила около 1000 учеников. Адица Сагария, Арина Гухава, Абхазское телевидение. В нашу редакцию стали обращаться граждане с вопросом, повысилась ли цена за проезд в городском транспорте, в частности, в маршрутных такси. По словам жителей Сухума, некоторые водители берут за проезд 30 рублей вместо установленных 20. В ситуации разбиралась Гугуца Вардания. Официальная цена за проезд в маршрутном такси – 20 рублей. Однако говорят о самовольном повышении цен. Мы попытаемся узнать, так ли это. Некоторые пассажиры маршрутных такси говорят о том, что последние 2 дня за проезд с них берут не 20, а 30 рублей. Вчера за 30 ездил. Сегодня не знаю.
Я сегодня ехала на автобусе, а сейчас ехала с работы на маршрутке, 20 рублей заплатила. А с остановки ехала с ним, он сказал, по 30 рублей все дайте. Приезжали, была старая цена, 20, новый район. Часто ездите? Да, очень часто ездим. Так же, как и было, да? Да, да, пока так же, ну не знаю, сегодня вот нам не пришлось пока повышение цен. Все опрошенные нами люди говорят, что иногда платят по 20, а иногда по 30 рублей, когда как. Водители маршруток же утверждают, что пока не поднимали цен за проезд и обслуживают пассажиров по старым тарифам. Но о повышении стоимости проезда говорят давно. Мы понимаем людей, однако техническое обслуживание и топливо обходится недешево, говорят водители. 20 рублей ездим. Ну, собираемся, цену поднять, но людей тоже понимать надо, ну, не знаю. Все дороже и дороже становится запчасти, все. Так и осталось 20 рублей, и до сих пор так ездим. Вот. Давно надо, дочка, потому что мы уже космическими ценами работаем, то, что мы содержим эти машины. Одно колесо несчастное стоило 5200, около 8000 одно. Это 6 колес имеет. А ну прикиньте. А заправки день, который мы 1500 заправляли, управлялись, а сегодня 2,5 надо. Как на 20 рублей вечером закуп делаешь один целлофан на 1000 рублей, 3 хлеба, сигарет и кусочек вот такой колбасы, больше ничего не возьмешь. Как жить дальше нам? Но по старой цене вы ездите? Да, да. Мне есть такие, которые по 30 рублей платят, приходят, я говорю, нет, даже спрашивают, сколько цена стоит, я говорю, пока 20. Вот так и работаю. По словам директора Сухумского автотранспортного предприятия Леонида Шулумба, вопрос изменения тарифов за проезд в общественном транспорте обсуждается. Однако пока официального решения нет. Мы ожидаем решения данного вопроса со стороны Министерства экономики, со стороны городской администрации. Они согласованно это должны сделать. Это должно быть постановление, согласно которому будет принято решение. На данный момент внутригородские маршруты, на них изменений нету никаких. То есть мы ожидаем решения данного вопроса, в ближайшее время. Мы так ожидаем. А примерно на сколько поднимется? Насколько мне известно, городской транспорт, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут подниматься, соответственно, 10 рублей троллейбусы, 20 рублей автобусы, порядка 30 рублей микроавтобусы. Но это то, что мы предполагаем, но решение будет все равно принято Министерством экономики и будет передано это решение в виде постановления, в виде согласования администрации города Сухум, после чего будут переданы документы в Сухумское АТП непосредственно, и только после этого будет осуществляться данная процедура. В сегодняшний день стоимость за проезд на внутригородских маршрутах остается прежней. Гугут Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. В селе Батальное Ленинского района Республики Крым на братской могиле красноармейцев и советских воинов торжественно открыли памятный знак воинам Абхазии, героически защищавшим и освобождавшим Керченский полуостров и Крым в годы Великой Отечественной войны. Предлагаем вашему вниманию репортаж наших коллег из телеканала «Милет». Представители крымской власти и делегация из Абхазии собрались в парке мужества и славы села Батальное Ленинского района по особому поводу – открытие мемориала в память о защитниках Крыма. Во время Великой Отечественной войны больше 55 тысяч красноармейцев из Абхазии сражались против фашизма на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Памятный знак из гранита будет напоминать о героях, погибших в боях за полуостров. Почтить память павших за родину пришли и жители села Батальное. Среди них Наталья Кацубайла. Все способствовали победе. И абхазцы, и армяне, и грузины. На Акманае полегли все. Не только способствовали, потому что эта война была. Надо было защитить честь Родины нашей, жизнь нашу. Они нам дали жизнь. Ожесточенные бои на акманайских позициях велись с января по май 1942 года. Перед бойцами стояла задача прорваться вглубь Крыма на помощь к осажденному Севастополю. Задачу эту выполнить не удалось, но бойцы сражались до последнего. И я уверен, что вот такого рода действия, которые происходят,
они очень важны, тем более мы видим, что сегодня происходит в мире, как пытаются стереть, переиначить ту историю, которая была. 158 фамилий воинов из Абхазии удалось определить специалистам. 158 погибших героев. Пока своих родственников среди них нашли только 28 семей. Но работа поисковиков продолжается. Мы отдаем должное тем ребятам, поисковикам, которые возглавлял Григорий Скворцов и нашел множество фамилий, которые считались людей пропавшими без вести, но сегодня их память увековечена. Среди них, я подчеркну, множество крымских татар. Семьям-красноармейцам, чьи фамилии установили, в ближайшее время вручат документы, в которых говорится о том, что их родственники погибли в Крыму. Памятные мероприятия планируют провести и в Сухуме, столице Абхазии. Сусана Садыкова, Максим Голубев, телеканал Милет, Ленинский район. Абхазские исполнители Артур Лакарба, Мана и Дмитрий Пипия выступили на международной сцене Бессмертного полка в Москве 9 мая. На концерте было исполнено 3 песни, одна из которых на абхазском языке. Сегодня наши артисты дома и готовы поделиться своими впечатлениями. Репортаж Сарии Кварацкелия. В день празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве впервые открылась международная сцена Бессмертного полка. Сотни зрителей, праздничная атмосфера, звезды российской эстрады и творческие коллективы из 61 страны мира. Пусть будет проклята война, разлучившая сердца, дети все одной земли. Мы убить войну должны. И наши исполнители удостоились представлять Абхазию на международной сцене. Заслуженный артист Абхазии Артур Лакарба, певцы Мана и Дмитрий Пипия стали частью грандиозного концерта. Принимать в этом участие – это большая честь. Тем более, что очень важно, что Абхазия не понаслышке знает о 9 мая, принимала самое активное участие для достижения этой победы. Мы заплатили большую цену, если мы рассуждаем в масштабах нашего народа. У нас 22 героя Советского Союза. И это большой показатель для такого малочисленного народа, как Абхазия. Встретили нас очень достойно, относились к нам с большим уважением. И самое главное для нас было это то, что была абхазская песня. Это было ответственно, и я даже вот сейчас я говорю, меня все переполняет. Это большая честь представлять свою страну на таком уровне, на главной сцене России и на таком празднике Великой Победы. Я это сделала, конечно, с полной уверенностью, что все пройдет хорошо. Я знала, что моя страна следит за нами, и с огромным удовольствием и с большой честью. Мана вспоминает, как во время репетиции режиссер Кремлевского дворца вслушивалась в абхазскую песню. И несмотря на то, что не понимала слов, поднялась на сцену и в микрофон на всю площадь парка имени Горького поблагодарила за такое красивое и искреннее исполнение. А Дмитрий Пипия исполнил знаменитую песню Александры Пахмутовой «Горячий снег». Итак, Дмитрий Пипия, Абхазия, встречайте! Клубились яростно метели по Сталинградской, по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Я принял это как такую большую ответственность перед своей страной, потому что там участвовало более 60 стран со всего мира, бывшие соцреспублики и разные народы, включая Нигерию, Индонезию, Беларусь и многие-многие другие народы. И для меня было гордо выступать на этой сцене и представлять свою страну. В общем,
Все прошло великолепно и на высшем уровне. Нас встретили как почетных гостей. Я не знаю почему, но именно к артистам из Абхазии, то есть к нам было особое внимание, особый трепет, потому что за нами постоянно ходили организаторы, спрашивали, все ли нас устраивает. Было столько внимания оказано, и мы давали интервью большим каналам, таким как «Россия-24», «Россия-1», «НТВ+». И организатор всегда искал именно нас, чтобы Абхазия высказалась, чтобы Абхазия дала интервью. Это очень приятно. Как говорят артисты, музыка не имеет границ. Они приобрели новых знакомых, друзей, которым в перерывах между репетициями рассказывали об Абхазии. Нас возили в музей, на нас была отдельно приготовлена программа, подготовленная. Мы все общались, даже те, кто язык не знал, мы общались, как будто мы все знаем, о чем мы говорим. Переводчики, конечно, стояли, волонтеры, все на улыбках, никто не раздражен, ну просто на уровне. Мы попросили нашу кураторшу Екатерину Павлова, кажется, ее фамилия, значит, попросили оставить группу. Мы до сих пор все общаемся, все скидываем ссылки. Само собой, сегодня можно на любом языке разговаривать, когда есть уже возможность это быстро переводить. Никто не расстается. Мы надеемся на дальнейшую встречу и сотрудничество. Артисты выражают благодарность за приглашение на концерт помощнику руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгению Павлову. Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение. В МЧС Абхазии прошла межведомственная встреча, на которой обсуждались вопросы обеспечения безопасности туристов во время предстоящего курортного сезона. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства. Межведомственная рабочая встреча по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций в период курортного сезона собрала руководителей Министерства по туризму, внутренних дел, здравоохранения, МЧС, а также службы государственной безопасности и Госкомитета по экологии. Встреча проходила под руководством вице-премьера Сергея Пустовалова. В соответствии с решением премьер-министра Республики Абхазия Александра Золотинского Анклав мы проводим межведомственную рабочую встречу. Как видите, представительство достаточно серьезное на сегодняшней рабочей встрече. И это обусловлено сложностью тех задач, которые предстоит нам решать в курортный сезон. Мы понимаем, что сегодня мы однозначно все вопросы не решим, но у нас будет общее понимание, это очень дорогого стоит. Понимание, и что у нас есть одна общая цель, по мере возможности привести в порядок и сделать все возможное для безопасности наших отдыхающих. Курортный сезон 2022 года обещает быть весьма интенсивным и насыщенным. По словам начальника погранотряда СГБ Абхазии Рустама Латипова, в 2021 году зафиксировано 11 миллионов пересечений госграницы индивидуальными туристами и тургруппами. И как отмечалось на встрече, всем заинтересованным структурам необходимо выработать единый механизм предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на протяжении всего курортного сезона. В первую очередь это связано с безопасностью людей на водных объектах. По словам начальника государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа, статистика смертей на воде удручающая. Если в 2020 году на водных объектах утонули 2 человека, то в прошлом уже 20. Здесь возникают проблемы подготовки пляжей, их оснащения спасательными постами с обученным персоналом. Все это, согласно закону, находится в компетенции глав местных администраций. Заместитель министра внутренних дел Зураб Зантари акцентировал, в частности, внимание присутствующих на проблемах соблюдения правил эксплуатации маломерных плавсредств в купальных зонах городских пляжей и усиления мер административной ответственности для нарушителей. Еще одна острая тема межведомственной встречи – незарегистрированные туристические группы, самовольно путешествующие по нашим горам. Ни Минтуризма, ни МЧС не уведомляются о маршрутах движения, ни о количественном составе групп. А при возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели неделями ищут пропавших в горах, и зачастую такие путешествия для туристов заканчиваются трагически. По словам министра по туризму Теймураза Хишба, необходимо проработать вопрос о создании туристической полиции, выявляющей подобные незаконные
информационной тургруппы, а также усилить егерскую службу в горных районах. Что же касается спелеологического туризма, то, как отметил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, здесь стоит острая проблема нерегистрируемых групп. Более того, поступают заявки от спелеологов недружественных стран, которые желают заезжать в Абхазию в спелеоэкспедиции через территорию Грузии. В этом случае им категорически отказывается в запросе. Касаясь темы оказания оперативной помощи при ДТП, министры здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям Эдуард Будбы и Лев Квициня говорили о необходимости создания пунктов модульного типа за пределами городов, в частности вдоль основных автотрасс, а также на озере Рица в Кадорском ущелье. На их базе могли бы быть размещены спасатели и медицинские работники, что позволило бы оперативнее решать вопросы оказания срочной медицинской помощи и доставки пострадавших в лечебные учреждения. Однако здесь необходимо проработать вопросы дополнительного финансирования. Подводя итоги встречи, вице-премьер Сергей Пустовалов отметил результативность подобного формата обсуждения, который в будущем призван вылиться в принятие конкретных документов на уровне правительства страны. Подготовке к курортному сезону было посвящено и совещание с руководителями коммунальных служб столицы, которое прошло под председательством замглавы Сухума Леона Кварчия. Смотрите репортаж наших коллег из пресс-службы администрации города. По всем прогнозам, курортный сезон в Сухуме будет насыщенным, и надо к нему подготовиться так, чтобы столица Абхазии стала комфортным местом отдыха, сказал, открывая совещание, замглавы города Леон Кварчия. Проблем в городе много, как вы знаете. Тем не менее, в преддверии летнего сезона придется перейти на более интенсивный график работы и сделать так, чтобы у нас не было никаких проблем в плане того, что отдыхающие почувствовали себя здесь некомфортно или были какие-то негативные впечатления от пребывания в нашей столице. В первую очередь Леон Кварчий обратил внимание на поддержание чистоты на основных магистральных дорогах, на набережной столицы, на исправности систем уличного освещения, на своевременном вывозе твердых бытовых отходов. Надо быть готовыми оперативно вывозить скапливающийся мусор, подчеркнул Кварчия. Он поинтересовался у замдиректора департамента ЖКХ Руслана Авицба, как готовятся коммунальные службы к курортному сезону. Руслан Авицба констатировал, что уже сейчас все службы, связанные со сбором и вывозом мусора, работают на пределе возможностей, так как по-прежнему бытовые отходы вывозятся в Галский район. Принято решение о закупке 2 тонаров и 1 тягача для того, чтобы увеличить парк техники, которая занимается вывозом мусора. Это значительно улучшит ситуацию. То есть в этом направлении ведется сейчас достаточно такая быстрая работа для того, чтобы можно было это обеспечить. Значит, все остальные службы работают в штатном порядке. Фирмы, привлеченные по уборке города, они тоже, соответственно, работают в усиленном режиме. Замдиректора департамента ЖКХ сообщил, что в ближайшее время займутся приведением в надлежащий вид прибрежной пляжной зоны. По его словам, необходимо провести ревизию пляжных кабинок, спусков, лестниц выхода на пляж. Также для поддержания порядка в парковых зонах закупается газонокосильная техника. Служба ДРСУ проводит ямочный ремонт дорог на многих улицах столицы. Этими же службами проводится очистка выходов в море, обслуживание ливневых каналов, потому что весна и лето, в принципе, у нас было дождливо, лето уже предполагается быть дождливым, поэтому с этой точки зрения мы готовы для того, чтобы обеспечить надлежащий вид города. Начальник управления горстрой администрации города Сухум Астамур Пипия проинформировал, что к курортному сезону будет выполнен первый этап работ по замене проводки плафонов и восстановления столбов с парапетами на набережной столицы. Касаясь сезонной торговли, замглавы столицы Леон Кварчия поручил главному архитектору Сухума определить места, где можно и нельзя заниматься выносной торговлей, чтобы заранее проинформировать предпринимателей. Для того, чтобы тем нашим гражданам, которые хотят во время летнего сезона заработать, чтобы создать им условия так, чтобы они могли заработать, но и в то же время, чтобы это не было в ущерб всем остальным, в том числе и жителям и гостям нашего города. Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала, что в администрацию обращаются граждане за разрешением о выносной торговле. На данный момент на рассмотрении порядка 25 заявлений на предпринимательскую деятельность в летний сезон. Каждое заявление рассматривается индивидуально, будь то оказание услуг, например, там плетение пляжных косичек или тир, там, или еще что-то, да, какие-то аттракционы.
На это выдается распоряжение, в котором прописывается, что конкретно должен сделать тот или иной предприниматель, и определяется конкретное место дислокации, где он должен быть имеет право проводить свою предпринимательскую деятельность. Хотелось бы, конечно, предупредить наших предпринимателей, что ни в коем случае нельзя самовольно становиться и заниматься предпринимательской деятельностью. Светлана Шаменкова рассказала, что планируется сделать единый ряд торговли из тех павильонов, которые стояли на площади Свободы на Новый год. Предприниматели их возьмут в аренду и поставят на площади возле ДЭМа. На Воронова будет ряд из тентовых палаток. Леон Кварча поручил усилить работу по контролю за несанкционированной торговлей. К совещанию по подготовке к курортному сезону присоединился мэр Беслан Эшба. Он подчеркнул, что чистота и порядок в столице в приоритете. Самое главное, что на пляже был порядок. Порядок, чистота и порядок. По поводу павильонов, приоритет следующий. Бульварная часть должна быть свободна для прохода. На площадке ДЭМа павильоны – это временная история, только на сезон. Сезон закончился, мы это дело убираем. По поводу такой витринной продажи, там, прохладительных напитков и мороженое. Я думаю, можно сделать и тоже посмотреть так, чтобы это не загромождало бульварную часть. На совещании озвучили решение о том, что отменяется торговля по проспекту Леона, где вдоль ботанического сада обычно реализовывалась разная сувенирная продукция. Как сообщила главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова, для того, чтобы удовлетворить запросы отдыхающих, которые хотят приобрести сувениры города, прорабатывается проектное решение устройства торговых точек на платформе ГУМа. Уже к 1 июня подготовят места, и предприниматели смогут реализовать там свои товары. Амрамич Алексея Гухаба, пресс-служба администрации города Сухум. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 13 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 17-22 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.